Кадры этой аварии просто ужасают. Участники свадебного кортежа борются за почетное место за машиной с невестой. Вот серебристый хэтчбэк выезжает на встречную полосу, черный Мерседес идет на обгон, но уже по третьему ряду. При этом нарушают правила дорожного движения оба. Водитель «Жигулей» успевает избежать аварии, а водитель иномарки нет. Доли секунды и слышен звук от удара. Очередная страшная авария и снова свадебный кортеж. Все случилось на трассе, которая соединяет Назрань с Кантышево, буквально в 500 метрах от железнодорожного переезда. На месте аварии, как напоминание о ней, куча деталей легковушки. От самой машины осталась лишь груда металла. Ладно, машина. В результате этого ДТП погибло 3 человека. Все они члены одной семьи. Все трое погибших жители сельского поселения Икажево. Они находились в ВАЗ-2115. За рулем 46-летний Руслан Албагачиев, а на пассажирском сидении его супруга и сестра. Они направлялись домой со свадьбы из сельского поселения Кантышево. Однако до дома так и не доехали. В результате этой аварии круглыми сиротами остались 6 детей в возрасте от 2 до 20 лет. Также без матери остались еще 3. Это дети сестры, которая сидела на пассажирском кресле. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ديال هاي ماشين سيخ قراء سك خلراء الجراح أنا خاصة الله وجده إحنا لقنا وجد القرآن شاء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين ودال صابر بوشر سنة وسودال سك خنشي متشاغل قاشي ولش خالش واش خالش خوش ديال إيه قهوة تقول قهوة أرمي يعني يسق يعني مقدوق نخبط نوق اللي يلجأ خوشي دعوة خوشي صابري ولش يوقد يحسك شوا ديك درجوا تاق السيخ ماشي نشخيخش بولناخ السيخ ليلج بولشناك بفاد وقولهم صابري خل أدقوي. Религиозные деятели в очередной раз призывают воздержаться от длинных верениц, так сказать, свадебных машин. В кортеже должно быть не более 3 авто. Но молодые люди эти призывы как будто не слышат и делают все по-своему. Их не пугает ни наставления родителей и религиозных деятелей, ни прописанные штрафы за нарушения. По всем фактам ДТП, которые произошли за вчерашние дни, и по тем предыдущим фактам ДТП будет проводиться соответствующая проверка и будет вынесен виновный. По вчерашним ДТП идет разбирательство по всему ДТП, и для того, чтобы мы понимали картину происходящего, то, что там произошло. Не успели жители республики прийти в себя от одной аварии, как появилась новость о еще одном ДТП. Этот случай произошел на федеральной трассе Кавказ. В народе этот участок называют «подъем на Тушоли». Здесь столкнулись Мерседес бизнес-класса и КАМАЗ с прицепом, груженный строительными блоками. В итоге 2 аварий только за один день, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, 6 человек погибло. Это тяжелый день. И, к сожалению, не первый, потому что и раньше бывали аварии, при которых погибают молодые люди. Вот. И есть пострадавшие, которые находятся у нас на лечении. Пациент с черепно-мозговой травмой, перелом лопатки, перелом плечевой кости. Вчера проводили, скажем так, КТ-исследование. Сегодня динамически будем делать 2-й этап обследования. Вот. Состояние у него тяжелое. У меня в отделении находится 5 больных, но, алхамдулилlah, у них раны, скажем, пока у нас не вызывает опасений. Основное число аварий в республике происходит из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения. Среди самых частых нарушений – выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима. При этом не всегда в аварии погибает тот, кто нарушил. Зацепить могут и того, кто ехал по своей полосе, не нарушая ни одного правила. نغمشت بابو كي نغمشت بابو بيرج بوي مشت اي احمد يزي فدير ده فد فيتك دولار ده كش بشاكر يا غاوس قا بشاكر يا وزور يا حمد السنه انت رستو خنت واج وسو تك كردك ده كنا سون بارغش اواري ما ياترسك شا فدير ده زنج ريسبوبليك مير اي ناقش شرم دي شمال ده محمد دي سويت ورجمي اي سبلوداتي شيء ديستانسي سبلوداتي كيفش ناخا وبرولات ده زور تشوف حزبات بريج جديد شيء قوس سنة ده تعمل
Замес болхи бох комашан майка миягат нах мубабайт. Наха коллегис бо юккаге айл позвоночник, когда куш, когда кылгыш, когда дечо. Самый главный борис дечо. Адл намаз надо амыч пач юрт молва имам ви. Иш бо ответственность нести дедеш. Каждый имам, каждый юрт дечо. Статистика ДТП в Ингушетии не радует. С начала 2020 года на дорогах республики произошло 128 аварий. В них погибли около полусотни человек, среди которых 3 ребенка. Более 200 пострадали. Простого жителя республики эти цифры пугают, а вот лихачей нет. И пока это отношение не изменится, ни хорошие дороги, ни призывы религиозных деятелей не смогут изменить положение дел. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.